Это проблема на самом деле. Но я не прошел почему-то правый глаз и пошел в Рижский институт инженерно-гражданской авиации. Поэтому он пошел фехтовальщики. Кстати, почему я туда и пошел, потому что до этого был там на соревнованиях, я обалдел от Риги. Я угадал, что ли? Да, я обалдел от Риги. О, хорошо, пойду в Ригу. Это надо вырезать. Всем привет из ВАМа! Всем привет, и с вами Кама, и это 4-й выпуск Агатокс. Сегодня у нас в гостях Рушидин Рашидович Кичиков, президент авиакомпании Азия Континенталь Airlines, и также Умирбек Жарменович Кенеспаев, президент Кама, Казахстанской ассоциации малой авиации. Хочу представиться. Лично салам общий. Сегодня мы поговорим о малой авиации, то есть использование которой подразумевается необъятной нашей родиной. Мы знаем то, что территория Казахстана у нас большая, плотность населения в центральных и северных районах намного ниже, есть труднодоступные районы и отдаленные села. Так что ближе к вопросу, какова общая структура малой авиации в Казахстане? Бәріңе сәлем. Жоқ, бұл жарнама емес. Сіздер біздің студенттік телестудиямызға қолдау көрсетсеңіз болады. Оны қалай жасауға болады? Қазір көрсетемін. Каспийға кіріп, платежиді басыңыздар. Одан кейін Академия гражданской авиации деп жазасыздар. Барын толтырғаннан кейін назначение платежаға кіріп, задонатыйды басасыздар. Керекті сумаңыз жазып, толтырасыздар. Халыққа кіріп, платежиді басқаннан кейін Академия гражданской авиации деп жазыңыздар. Одан кейін бәрін толтырып, назначение платежаға кіріп, задонатыйды басыңыздар. Керекті суманы жазып, жібересіздер. Сонымен қатар осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, осы видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Это вопрос. К вам. Вы можете хоть как. Лучше этот вопрос. Жарменович. Жарменович, sorry. Ему больше чая не наливать. Я прям Жарменович. Ну, вопрос, конечно, очень такой емкий, если так вот говорить. Вот. Чисто какова структура? Ну, структура, в общем-то, у нас она уже отработанная, сложившаяся по жизни. Вот. Если говорить чисто вот, как я президент ассоциации, могу сказать, что это, в принципе, ассоциация, которая объединяет всех авиаторов, весь персонал, любителей, эксплуатантов, руководителей, собственников авиакомпаний, самолетов, вертолетов, сверхлегкой авиации. Вот. Это вот если брать, как говорится, снизу. То есть мы являемся исполнителями, непосредственно исполнителями всех тех правил, законов, которые написаны в Казахстане, которые написаны и притворяются на международной арене. Мы их выполняем здесь и стараемся, чтобы их все соблюдали. Вот если говорить по структуре, то КАМА является объединяющей такой ассоциацией, в которую входит один из главных наших членов ассоциации, авиакомпания. Естественно, у ассоциации во многом деятельность лицензирована. То есть мы имеем сертификации и учебного центра, имеем сертификаты и по технической эксплуатации и ремонту авиационной техники. То есть мы имеем все то, что необходимо для развития малой авиации, для становления особенно молодых людей, которые хотят жить в авиации, которые хотят быть в авиации, которые хотят работать в авиации и, естественно, использовать все те возможности, которые авиация предоставляет, как единая такая отрасль гражданской авиации в народном хозяйстве. А какие типы воздушных судов тогда у вас широко используются именно в малой авиации страны? Широко используется, есть один главный тип, который еще с конца Второй мировой войны перешел к нам, это, естественно, самолет Ан-2, так называемый кукурузник, который неубиваемый самолет. Вот он уже сколько лет летает, вы знаете, что первый раз он поднялся в воздух в 1947 году, недавно отмечали 75-летие, да? Да, как раз 75 лет.
Поэтому у нас он где-то в реестре Казахстана находится больше 300 воздушных судов Ан-2. Вот. А почему так сложилось экономически? Потому что когда был Советский Союз, вот, когда здесь целину освоили, вот, естественно, их надо было, эти растения, пшеницу, естественно, защищать от вредителей и болезней. И ежегодно, в те времена, начиная практически вот с 60-х годов, вот, То есть в те времена малая авиация прям была хорошо развита? естественно, Советский Союз был мощнейшей страной, и в то время только в Казахстане собиралось около 500 воздушных судов Ан-2 единовременно, чтобы обработать все поля, которые есть у нас в Казахстане. И Она еще считалась помогали другим. главной жительницей. То есть Помогали. все там от сезонности, естественно, 500 самолетов прилетел сюда, потом половина начинает там, допустим, с Узбекистана, там вот с Шымкентской области, с югов, да, Краснодарский край, юга, потом с югов плавно перелетает сюда, потом дальше улетает там в Сибирь. Вот такое было, вы представляете, как это все было связано. И сейчас Казахстан официально, в принципе, является одним из самых ведущих стран по эксплуатации самолетов Ан-2. Дальше, если говорить вы задали вопрос о каких воздушных судах, ну а дальше уже все воздушные суда остальные, в общем-то, они не такие, как говорится, представлены в большом количестве. Вот. Потому что все остальное, в принципе, находится в частных руках не авиакомпании, и не только авиакомпании, а в частных руках любителей авиации, то есть, которые имеют возможность и право Позволить себе использовать, такое использовать эти воздушные суда. Это в том числе и Цесны, есть там разные 172, 182, 188 тракторы даже, типа, то есть у нас в Казахстане при существующем законодательстве позволяет иметь любой тип, освоить его и эксплуатировать здесь. То есть в этом плане, в общем-то, в Казахстане у нас открытые двери для того, чтобы каждый что хотел, тот и мог. Но, естественно, все должно быть в рамках установленных правил, потому что, вы знаете, правила авиации пишутся кровью. Да. Тут никаких Я, кстати, шуток нет. недавно видела, как Рушидин Рашидович Кичиков давал интервью, и там говорил то, что для практических знаний он как раз-таки давал нам детали Ан-2 и так далее. И насчет вот всего этого хотелось такую маленькую тему задвинуть. Кто-то оставил комментарий, сейчас я его прочитаю. Если техник, то потеряете зря время. Одномоторные самолеты, еще и винтовой, еще и малая авиация. У вас лицензия не покроет ничего. Лучше найти компанию с двухмоторным и большая авиация. Как бы вы ответили такому вот маленькому хейту? Ну, во-первых, я представлю, да, я уже 50 лет в авиации. Когда-то я закончил здесь в Алмате республиканскую физико-математическую школу. И, в общем-то, мог поступать куда угодно, но у меня был дядя, такой заслуженный пилот СССР, Якуб Ангарович Пархатов, его портрет висит у вас здесь в коридоре. Вот. Это единственный вертолетчик, заслуженный пилот Советского Союза в Казахстане. И вот меня сблатовал, он, как говорится, уговорил, я поступил в Рижский институт инженеров гражданской авиации, закончил его, поступил в аспирантуру, правда, аспирантуру не закончил, перевелся на заочное, поработал на Крайнем Севере, был на Львине, на Северном полюсе. Вот так, потом приехал и работал в Бурундайском линейном отряде. Потом в 1989 году я создал первый кооператив, когда Горбачев разрешил. Куропатенко создал Сайхат, а я создал кооператив. Такой был Владимир Васильевич Куропатенко, авиакомпания Сайхат. Что касается теперь вот вопросы, конечно, Амирбек Джерменович, он человек, который так помог малой авиации, что он действительно знает эти вопросы хорошо. Я дополню, что насчет структуры я подготовился. У нас сейчас имеется 22 авиакомпании юридические лица, эксплуатанты легких и сверхлегких воздушных судов весом до 5700 килограмм. Значит, с летной годностью у нас где-то 60-70 воздушных судов, а 300, как сказал Амирбек Джерменович, это количество, которое летает и может летать. Вот. Что такое Ан-2? Ан-2 это самолет
действительно, которому 75 лет, и самолет, который еще лучше этого самолета не придумала еще авиация. Пока что нет. Ну, я вам скажу, я как эксплуатант, как собственник, в общем-то, как... Я бы давно приобрел бы все воздушные суда, если бы были лучше, потому что работаем мы на лесоохране, на... Вот мои самолеты в основном рисовые поля Заводинской области. Мы уже 20 с лишним лет, почти 25 лет выполняем там полеты. Если бы не было этих полетов, то риса бы в Казахстане не было вообще. Потому что если не делать авиахимобработку, то риса не будет. А если делаешь, на 40% повышается урожай. Поэтому мы как бы кормим нашу страну. Вот. Это не даст соврать мне мой друг. Ну, я всегда Как в этом вот плане говорю, что с помощью авиации мы достигаем определенной так называемой экономической независимости в плане того, что наша продукция является конкурентоспособной на мировом рынке. Плюс лес, вот этот товарищ пишет, надо двухмоторный. Значит, что такое двухмоторный? Одномоторный считается более опасным, двухмоторный безопасный. Ну, двойное резервирование, как бы, два двигателя. Но Ан-2, и вообще все, я, как бы советский человек, из советского прошлого, советские самолеты, почему Ан-2 уже 75 лет? Потому что это самолеты, которые имеют 10-кратный запас прочности, 7-кратную надежность. Я сам в аспирантуре занимался надежностью. И 3-кратное резервирование. Но самолет Ан-2 с одним мотором, я вам так скажу, любой пилот нормальный, никогда не будет катастрофы. Никогда. Все катастрофы — это человеческий фактор, что-то неправильно делать. Он может садиться куда угодно. Ну, не далее, как года 2 назад, у меня мой самолет в Бурундае, командир самолета опытный, ему сейчас 60 лет, 63 года, Тахир Удигетов, вез санитаров, ну, врачей, вот, куда-то в Липсы, по-моему. И у них мотор, ну, после завода, там проблемы какие-то, не знаю, в общем, он потерял мощность. Он развернулся и сел на гору, спланировал, как вертолет. Скатился назад, врачи даже не поняли. Он открыл кабину. Все живы, да? Все живы. Да, больше того, там в кабине врачом был мой троюродный брат, врач, он санитарной авиации. Если бы, не дай бог, с ним что-то случилось, его мама меня просто задушила бы. И, представляю, он выходит и говорит: ребята, выходите, вот тут рядом развернулись, сели, ну не так, как надо. Это вот Ан-2 самолет, это Нет, товарищ. чтобы вот так вот спокойно говорить о таком человеке, там, это надо иметь, вы знаете, да, во-первых, любить, во-первых, себя. Вы же не заставите любить другого, если вы сами себя не полюбите. Поэтому в любом деле надо любить себя и посмотреть, а как ты к этому смотришь. То есть я что имею в виду? Вот это чувство профессионализма, да, вот это вот такое чувство, что я не сделаю такого, чтобы себя убить, мягко говоря, да. Я такой, что я всегда готов к каким-то сложностям. Как я отнесусь к этой ситуации? Конечно, для этого и психофизиологические особенности должны быть. Вот. Я сам-то штурман военный, в советское время я летал в морской авиации, тут меня вроде намекали, чтобы я тоже о себе что-то рассказал. Конечно. Конечно. Я чуть-чуть тебе перебью, извини. Да ты все время перебиваешь. Ну, Ты на полгода что-то- старше, я молчу. Я мало того, что я старше, я еще это самое, как бы бизнес-ассоциации, он же ко мне приходит, а не я к нему. Создавали, мы ему помогали. Вот. Естественно, Ты все вот это вместе зазнался, делали. мы к нему приходим. Вот, видите, вот так вот. Делаешь доброе дело, и оказывается, потом зазнаешься. Суть в чем, да, вот. Потом разделяем. Когда я уволился, ну, Советский Союз развалился, я приехал сюда, в Казахстан. Я посмотрел и понял одну вещь, что вот эта малая авиация, то есть из-за чего, в принципе, авиация родилась, это и желание себя почувствовать, как говорится, как птица в небе, да, вот в этом трехмерном пространстве. Вот с детства все мечтали, вот я тоже в детстве мечтал, в детстве как-то полетел на Ан-2, и все на этом, как говорится, все зависло. И вот поступил в училище,
Ну, потом оказалось, это военный, сразу-то еще не соображал. Ну, так получилось, что я оказался в военно-морской авиации, отслужил, отлетал. Слава богу, мне повезло, ни разу не катапультировался, не падал. Там сильно шибко, будем говорить. Вот. И после того, как Казахстан стал независимой страной, естественно, я вернулся к себе на родину. Вот. И получилось, что вся малая авиация была в то время летала под эгидой Министерства обороны. То есть они, после того, как Министерство обороны открестилось, вы знаете, там была система ДОСААФ, добровольного общедействия армии, авиации и флота. В 1994 году его решили изничтожить как таковую. То есть у нас Казахстан это единственная страна, где напрямую нет государственной поддержки малой авиации, будем так говорить. Потому что в Киргизии, что в Узбекистане, про Россию и Украину не говорю, там эти вещи, типа про образ общества, содействия авиации, то есть государственной А сейчас структуры, государство разве не помогает? Или- напрямую не помогает. Напрямую это единственная страна, где нету непосредственного участия страны в развитии малой авиации. И в этом была огромная проблема. Когда я вот это все посмотрел, мы с друзьями, вот такие с опытами уже гражданскими Он пилотами, нас всех собрал. вот, ну я собрал, так, что-то надо Молодец, делать. он у него... Мы решили, что Ой, надо вводить это в реестр, как положено, регистрироваться. То есть был принцип один, который не я выработал. Все, что летает, должно иметь право летать. Что значит? То есть должен иметь регистрацию государственную, как Ну, автомобиль, правильно. или же и сертификат летной годности. Вот. А вот какие виды Во-первых, услуг? я еще сейчас чуть-чуть довернусь. То есть это, во-первых, все, что имеет возможность летать, Потому должно что иметь летает. право летать. Дальше, все, что имеет право летать и имеет возможность хоть как-то зарабатывать, вы представляете, да, 90-е годы после развала Союза, что творилось, оно должно иметь право зарабатывать деньги, дать возможность авиаперсоналу сохранить себя в авиации. И вот с помощью товарищей, своей команды, таких людей, как Кичиков, он сегодня вообще красавчик. Он не каждый раз так одевает. Редко. Редко очень, но метко, будем Похвально. считать. Ну, серьезно, мы очень уважаем вашу работу, среду. Это для нас очень дорого и нужно. Для нас как дорого вот это вот все записать, Поэтому, история останется. поэтому так вот и получилось, что в Казахстане мы создали такую систему. Если летает, должен иметь право. Если имеешь возможность зарабатывать, зарабатывай. А почему? Да потому что Казахстан 9-я страна в мире по территории, и всех отконтролировать тут, где кто как там летает, это просто невозможно. И международные документы говорят, не надо там государству бегать за каждым. Вы создайте условия, чтобы они за вами бегали, да? Вот. Мы такие условия создали, и в итоге, в общем-то, по крайней мере, мы считаем, что у нас в Казахстане основные, как говорится, условия для существования авиации есть. Основные, как говорится. Но есть очень много таких вещей, которые не позволяют спокойно спать по ночам, если так можно выразиться. А какие вот вы, получается, уже все закрепили, укрепили, все прекрасно, с государством, все по правилам. А какие виды услуг государство уже в малую авиацию в компании в Казахстане предоставляет? Какие услуги? Вот это он пусть он говорит. Ну, Он во-первых, непосредственный мы, поставщик услуг. У нас по количеству ВС вы спрашивали, я вам скажу, что у нас значит, на Ан-2 легкие вертолеты есть, весом до 3180 килограмм. Самолеты легкие четырехместные до 2400, это типа Цесна, Саката. Сверхлегкие двухместные самолеты с весом там Аэропракт, Ценска и другие. Мотодельтапланы, автожиры, планеры, мотопланера двухместные, в общем, воздушные шары. У нас вот Типа недавно был, воздушных кстати, судов. выпуск с генеральным директором Казавиаспас. Он говорил, то, что он собирается, получается, Казавиаспас собирается расширять. Они планируют уже легкие, сверхлегкие самолеты Использовать. использовать. Ну да, ну в общем-то для авиаспаса это не солидно, наоборот они должны
брать нормальные вертолеты типа Ми-8, допустим, которые могут в любых точках. А сверхлегкие это больше... Он говорит по структуре. Да. Вот. А то, что Казахспас, вот то, что вот сам сегодня выступал президент компании, да, вот, там как бы несколько другая Мамеков, по-моему, да? несколько другое отношение к авиации и к авиации. Вот. Потому что это государственная, в принципе, государственная авиакомпания. У них задачи несколько другие, с одной стороны. С другой стороны, если они бы выполняли все вот как положено, да, ну как положено, то есть вот сейчас там они пытаются перепрограммироваться, там, потому что в основном эксплуатируют вертолеты, с которыми ты никуда не улетишь в Казахстане. В Европе прекрасно все. Там, пожалуйста, вот полетел, там из Милана можно долететь до Парижа, да, там или еще как-то обратно вернуться. Везде есть инфраструктура и все. А у нас как? Чтобы этот вертолет куда-то полетел, надо за ним 2 бензовоза пускать. Ну что это такое? Продолжу я по поводу, какие работы мы выполняем. Наши авиакомпании выполняют работы, я уже говорил, на рейсах. 25 лет мы уже рейс, подкормку, прополку делаем. Санитарной авиации. Ну, у нас 1-2 самолета летают, но вообще на санитарной авиации в Казахстане где-то 20 бортов летает, 20 точек есть. И как бы там не писали наши доброжелатели, Ан-2 заменить ничем не могут. Я тут вот их не противник, да, по санитарному. Пока. Я тоже считаю, что могли бы другие какие-то самолеты иметь, которые садятся на любую, на грунт с подбором площадки. Но нету. Ан-2 это великое творение Антонова, действительно, которое пока к моему сожалению, незаменимый самолет. Не, и к моему я бы взял другие самолеты, которые были бы более... Он здесь несколько лукавит. Я лукавый, у меня их просто 11 штук. 11 штук. Дело не в этом. Дело в том, что действительно они выполняют все работы. Они раньше в советское время выполняли, и уже 30 с лишним лет они в Казахстане выполняют все эти работы, и выполняют безукоризненно. Есть, конечно, ну я же говорил, что советские самолеты, они надежные. Есть человеческий фактор. Где-то упали, где-то что-то. Это только из-за человеческого только человека. Потому что сами не до того. Ан-2. У меня вот есть ваш организатор вашей академии, Ермек Сансыбаевич Абдраманов. Да. Он 5 раз садился с отказавшим мотором, подбирал площадку и спокойно планировал. А такие, как мой Тахир, я же говорю, он сел. И врачи даже не поняли, что они сели на горку, скатились. Такой самолет это. Действительно. Я к нему подток могу добавить, что вот я проводил аналитику после развала Союза, да, и вот, ну, конечно, катастроф, аварий было много, а в малой авиации это характерная черта, практически 99,99 всех происшествий только по человеческому фактору. Человеческий фактор это вещь объем, но здесь конкретно мы говорим, что именно по линии пилота. Где-то недооценили, где-то недозрели, где-то перезрели. То есть я это выражаюсь, они сами себя убили. Поэтому подготовка персонала, подготовка пилота, вот, техника, инженера, да, это вот главное в этом деле, где вот это главенствующий фактор. Техника, конечно, имеет то же самое, но вот в малой авиации, вот как он говорит, если ты специалист, если ты профессионал, ты можешь выйти из этого положения всегда. Да не только мало. Он Боинги в кукурузных полях садят, сажают, что там, Ту-154 сажают с подбором. В авиации очень много чудес бывает, конечно, что там говорить. Этим она и прекрасна, а с другой стороны. Ну, плюс еще у нас какая лесоохрана. Лесоохрана. Я еще в советское время занимался лесоохраной. У нас Ми-2 вертолеты, самолеты Ан-2 занимаются лесоохраной. Сейчас они, вот, государство проводит тендеры на санитарную авиацию, лесоохрану. И, в общем-то, ну, может быть, еще, какие еще у нас там есть работы? Все, в принципе, аварийно-спасательные еще есть работы. Вот насчет спасательных, вы же еще говорили, то вот про распылители вы говорили.
Получается, в недавно в новостях еще показывали то, что авиацию можно так хорошо использовать, но почему-то мы вот тракторы используем, которые на сумму больше мы выкупаем у каких-то там американцев, и вместо того, чтобы сократить и все улучшить, то есть малую авиацию, почему это не делается? Вот такой у нас вопрос был в новостях. Но его вы чуть-чуть перебили в том моменте и недоответили. Я Может думаю, быть, вы можете... тут трактора все-таки дешевле. Это единственное, почему у нас недорого. Потому что вот я, например, моя компания, за 25 лет мы практически не поднимали расценки свои. Почему? Ну, потому что христиане, если мы уважаем, то это наши кормильцы. И когда я прихожу, и председатель там хозяйства говорит: Ракея, ну вот нам это... Я, ну, конечно, как любой руководитель, который должен рентабельность какую-то иметь, я говорю: ребят, ну вы рис свой, ваш уже 10 раз подорожал с того времени. В разы. Там, на порядок, в каком разы, на порядок. А, да, а мы как работали, говорю, вот, он говорит: ну, ребят, ну мы же одно дело делаем. Вот, ну такое вот, как я смеюсь, говорю, плач Израилев. Нет, там есть несколько такой конфликт интересов. Вся ситуация красивая в чем? Вот, это твоего риса не касается, хотя я газлардинец, я туда стараюсь не мы кормим его родственников. Мне иногда присылают они с собой в самолете самый хороший такой рис. Вы знаете прекрасно, что самый лучший рис газлардинский сейчас. Совершенно. И он становится лучше и лучше. Но я что хотел сказать? Я больше хотел бы сказать об основном, допустим, о наших житницах по пшенице. Мы ежегодно обрабатываем где-то 15 до 20 миллионов гектаров. Вы представляете это? Это какой объем работ? Вся проблема в том, что вы говорите про трактора. Трактора хороши тогда, когда хорошая сухая погода. Но вы знаете, что в хорошую сухую погоду урожай плохой. И вот когда начинают дожди лить, хороший урожай идет, туда уже трактора не пустишь. Срочно нужны самолеты. И тут некоторые товарищи, которые рядом с нами сидят, они всегда готовы помочь. А у нас вот, достаточно, реально. чтобы помогать? Я считаю, что в принципе достаточно. Не только мы, там, я говорю, 300 самолетов. Озвучил же цифру. А вот, кстати, А он как вы всё знает. такие цифры запоминаете? Но это его работа. Я еще раз про него скажу. Когда мы начали авиацию, я создал одну компанию, вторую, третью. Ну, первая у меня вообще большие сроки, только 9 Ил-76 было. Потом, когда мы попали, благодаря нашему комитету гражданской авиации, в этот черный список, нас пришлось эти самолеты продать, раздать там, и прочее. И вот сейчас осталась малая авиация, наши кукурузники. Но мы работали отдельно. Комитет гражданской авиации отдельно, эксплуатанты отдельно. И сейчас примерно та же история. Но благодаря вот инициативе Мирбека, Объединились? он создал, ну еще есть одна по северам, это компания Элиса, да? Они примерно по 2 человека, там Борис Балмачев, они создали, проявили инициативу и объединили вот этих эксплуатантов. И они оказывают огромную помощь нам, в том смысле, что мы наконец даже получили демпфер между нами и комитетом гражданской авиации, ныне авиационной администрации, который, ну, по моим понятиям, я человек 50 лет, я говорю, ну, кроме вреда малой авиации, они пользы не приносят. Вот это действительно так. Я могу много примеров привести, которые делают такое ощущение, что они сидят и думают, как бы навредить. Есть такие директивы. Просто я вам сейчас говорю, простая директива. Авиационный бензин, вот вчера буквально было совещание. Б-91/115. Вот авиационная администрация сделала директиву все самолеты Ан-2 перевести на авиационный бензин. Мы уже 30 лет летаем на автомобильном бензине. Авиационный бензин Б-91/115 был создан 40-50 лет назад, когда автомобили ездили, Мирбек помнит, А-66, это 66
Б-72. Да, Б-72, Б-76, октановые числа. Самое высокое октановое число было Б-80. Конечно, на фоне его Б-91 дробь 115 был гораздо выше. Сейчас заводы производят уже много-много лет, 92-й, 95-й, 98-й бензин. Можно было спокойно перевести. Мы летаем на нем. И нормально летаем. И количество там авиационных происшествий, я думаю, не меньше, не больше, чем в те годы, когда летали на 91-м. Это вот статистика. Раньше производил Атраусский завод. У них есть все это. Но это им невыгодно. Потому что эту линию нужно. Линия где-то была, может быть, они ее на металлолом сдали, может, она есть. К этой теме могу что добавить? Я лично считаю, что вот в штате, как вот Рушидин сказал, да, уже около 30 лет эксплуатируем автомобильный бензин, и вроде все существует. У нас, если Польша, это государство обладатель сертификата СИП, у них всего около 80 Ан-2. У нас их только летает действующие сертификаты больше 200. Вы понимаете, да, какой у нас опыт в Казахстане. Вот. И за эти годы постоянно поднимается и муссируется этот вопрос искусственно, я считаю. Я еще добавлю, помимо того, что вот У тебя есть еще добавить? да, есть что добавить. Цена. Цена на авиационный бензин где-то 700 тенге. Автомобильный бензин мы заправляем, 250, пусть 280. Еще и по финансам как ударило. Самое интересное, ударяет не по авиакомпании. Ударять будет по заказчикам. Да. Это санавиация, это крестьяне, которым я за 25 лет не поднял цену, а бензин у нас мы уже много лет делаем так. Руф, не ударит. Не, ударит. Дай поспорим. Крестьяне, я же работаю. Крестьяне. Я тебе сейчас могу сказать, что вот, да, эту директиву, сейчас, секундочку скажу, вот этот авиационный бензин, переход, в прошлом году издали, на самом деле сказали, что с 1 января все летали. И в то время, когда вот это, чтобы, да, к авиационному бензину подойдем, Министерство здравоохранения, и, то есть они как бы являются провайдерами этих услуг, пообещала, что в соответствии с переходом на авиационный бензин они цены повысят. Да, я не про них. Я про крестьян. А я про них, Радис. Я про крестьян, которые... Так они цены не повысили, ты понимаешь, накинули опять вас. Об этом еще... А вы кинете крестьян. Этот вопрос мы тоже поднимем, а сейчас по ценам. Да, вот крестьяне бензин покупают сами у нас. Я даю самолет, даю экипаж, они приезжают, привозят бензин, если он соответствует, техник, командир проверяет, все, заправляем, летаем. Бензин, автомобиль, да, 250, там где-то там все нули не погода. Сейчас будет, мы должны, не мы, они будут платить. 700? Они должны 700. Вы представляете? И так я же вам говорю, плачь Израиль, они плачут. Ракет, вы что, это ж так дорого, там у вас гектар, сколько. Я говорю, ребята, вообще не понимаем. А теперь придется поднять. А вот про санавиацию, вот теперь вопрос о санавиации. Вчера было совещание, они, правильно, Мирон Германович говорит, что они должны поднять. Все санавиации, во-первых, мы летаем, вот я вам скажу, мы сами платим, бензин, все, покупаем, потом они через месяц, через 2 нам платят. Вот. Где-то мы по погоде вернулись, они нам выкатывают штраф. Мы его оплачиваем, что вот вы виноваты, хотя по погоде, допустим. Где-то у нас самолет, матчасть, это железо, где-то отказалось что-то, опять нам штраф. Теперь наши все эксплуатанты, которые эксплуатируют санавиацию, работают в санавиации, они подняли вопрос о поднятии цены за летный час. Сейчас 328 тысяч. Туда входит бензин, зарплата экипажу, квартира, аренда, оплата на аэродромах, там, если кто стоит там в аэропортах, мы-то там на оперативной точке, которую нам пришлось самим купить, допустим, Чимкенте в Совозе. Вот такие моменты. Конечно, санавиация может поднять, но это опять же за счет наших налогов. Все равно поднимается. А если автомобильный оставить, не будет этого поднимать. Я лично считаю, что здесь государство в лице Министерства транспорта, в лице Министерства здравоохранения, Министерства экономики, конечно, они не думают об этом обратном мультипликативном эффекте, если так можно сказать. Почему? Потому что государство заявило, что мы
предоставляем авиационно-медицинские услуги. На самом деле на таких просторах нужно. Особенно вопрос большой стоит, естественно, по автомобильным авариям, катастроф, когда срочно в ближайшие 20 минут человека не спасешь, потом очень сложно. Да? Вот. Для этого вертолеты, самолеты, как бы вот эта вся команда, одним из которых является вот авиакомпания во главе с Хичиковым, существует. Но на самом деле я считаю, что если у них такие большие претензии к самолетам Ан-2, вот, их вообще, по идее, не должно волновать. В принципе, это авиакомпания для того и предназначена, что основные медицинские вещи, услуги такие там, где сложные там вещи, да, где-то, чтобы перекрывать гарантированно их услуги, должна существовать государственные компании, да, вот в лице Казиаспаса. Почему они хотят сейчас приобретать вот эти самолеты специальные, которые там будут контейнеры, реанимобили, просто их 2, 3, 4 будут ставить, вот они двухдвигательные. То есть тогда государство смело может смотреть в глаза своему населению. Да, вот мы предоставляем на должном уровне авиационно-медицинские услуги. Сейчас это все пущено на самотек. Более того, вот такими директивными распоряжениями вот эти заявления государства, они начинают подмываться. И это на самом деле это социалка. И об этом не думают. Сейчас они продлили с Нового года все самолеты встали. Никто ничего не использовал, только партизаны, неблагонадежные, нечистоплотные компании, люди летали, может быть. А нормально чистоплотные Санавиация могли летать. стоят. Нет, смотри, санавиация могла летать, да? Но приходит, гибнет человек. Что мы будем авиационную администрацию ждать? И, да плевать, они, спасти человека. И жизнь одного человека не стоит всей работы авиационной администрации. Правильно? И вот сейчас они вынуждены типа до апреля месяца продлить, но это, считаю, это все равно, что как страус. Вчерашнее совещание они продлили до апреля месяца, на 3 месяца. Да? И выступает товарищ там с авиакомпании Ващенко, говорит: скажите, вот вы будете выполнять эти, бензин отдаете там, там Казмунайгаз Агро или как он? Казмунайгаз Агро. Они говорят, ну они тоже посредники, они говорят, вот Аман-Бельгийский есть там завод, есть еще-то. Ващенко задает вопрос: вот скажите, этот бензин, вы уверены, что он будет соответствовать? Уверены, значит. Он говорит, ну давайте опробируем его еще неизвестно же, будет он, может быть, наши двигатели уже до того переработались на автомобильном бензине. Может, они Казахстан будут отторгать. Казахстан никогда не выпускал авиационный бензин, я имею в виду независимый Казахстан. Это вопрос государственный. Все те, кто заинтересован, правильно, Минздрав, Министерство обороны, там, я не знаю, Министерство сельского хозяйства, они должны наехать на премьер-министра и сказать: давай, решай этот вопрос в масштабе государства. Правильно? Абсолютно он государственный, как сказать, мышление у него государственное. А вот какие вызовы стоят перед развитием малой авиации в ближайшем будущем? Если вот, судя по таким вот правилам и ограничениям, я не знаю даже, что будет. Ну, пока ваша студия будет работать, пока мы будем как-то помогать освещаться в этом вопросе, я думаю, мало кто сомневается, что авиация будет развиваться. Мы обречены с такими территориями. Вот вы представляете, да, вот я вот мечтаю, да, вот нам под 70 лет, вот, а я еще мечтаю на автомобиле полетать, да, раз там, пробка, поднялся и пошел. То есть это скоро время придет. Вы же 10 лет назад даже не могли картинку пустить, да, по телефону, потому что там МММ нужно было что-то там или что такое сделать. СМС-ки отправить, это проблем было. Мы все стояли в очередях на почте, чтобы факс получить, заверенную там вещь. А сейчас все, пожалуйста, буквально это с каждым днем, с каждым часом мир меняется. Вот. Но авиация мало, не должна меняться. В этом вся проблема, что мы сами хотим это почувствовать. Все стабильно должно быть. Нет, не то, что стабильно. Ну, все должно быть, как это самое, уверенно, ясно и прозрачно должно быть. Все каждый должен понимать. Шпаргалку заглянул, что такое будущее малой авиации.
Когда-то в советское время все районные перевозки Казахстана, районные, были на самолетах Ан-2. Потом появились Ил-410, которые тоже на грунт садятся. Сейчас только частные компании могут кого-то перевезти, кого-то отвезти. Но зато у каждого, раньше не было автомобилей, да? Сейчас у каждого во дворе стоит автомобиль. Вдруг у Да. каждого во дворе будет Да. скоро. Стали ездить все на автомобилях, но погоды нет, вот сейчас все замело. Как проехать к бабушке в район, допустим, с Алматы, или ехать в тот же там Или Лепси, заводится. или там Джансугурова, или там туда везде летали раньше самолеты. В каждом был маленький аэродромчик, один человек, он же кассир, он же там директор, он же диспетчер, и самолеты летали. Сейчас Новосибирск делает самолеты, которые, в общем-то, будут экономичные, на 3 видах топлива летают. Вот. Из Ан-2 они переделывают эти самолеты. Ставят двигатель американский. Вот. Но он стоит $1,5 миллиона. В том же Бурундае, поставить 10 таких самолетов, 15 миллионов долларов. И вся бы Алматинская, Жетысойская, вся Алматинская, этими 10 самолетами Вот так вот, да, вот хватало. так, да. Но это должно, конечно, дотационные полеты. Сейчас вот Я с ним не согласен тут. Талдыкурган сейчас получил... Он все от Ан-2 никак не может. Не, У него забрали Ан-24, Ан-30, Як-40, Ил-76, все, чем он оперировал. Сейчас остался у него почему-то Ан-2, и вот он от них не может избавиться. Не Поэтому он подумайте. про Ан-3 говорит, про Да. Ан еще какие-то. Все реплики и все Не, пусть придумает. модификации Я Ан-2. куплю любой самолет, пусть, там в кредит, не знаю, Думаю, что. лучше не А повторим. я хочу, мы вот программу в свое время разрабатывали, да, из этой программы только государство удосужилось купить только 3 самолета Ил-410, которые запустили вот в Талдыкургане авиакомпании ЖТСУ. То есть, Я только хотел про это сказать. Ну, только чуть-чуть еще осталось. я имею в виду, что вот, допустим, я в детстве, откуда пошел, да я из Кызылорды на Ан-2 летал в Джесказган, вы представляете это? То есть, в то время в Советском Союзе в каждой области было плюс-минус от 20 до 30 таких аэродромов местных воздушных линий. Пассажирские самолеты Ан-2. Вот. И А когда сейчас меня сейчас спрашивают, да, вот там, прокуратуру, вот, то есть, в принципе, все за, все понимают, что мы нормальные дела там стараемся Делаем. делать для будущего Казахстана. Спрашивают, что еще надо? Говорю, надо единственное, говорю, восстановить эти местные воздушные линии. Вот. И когда вот Казахспас там хочет купить двухдвигательный самолет, почему я говорю, здесь оппонент он мой сидит, он на однодвигательный, на Ан-2 тянет, а я хочу двухдвигательный. Да хоть 3. Я Не, против. я хочу для Академии гражданской авиации, для всех студентов, которые здесь учат, двухдвигательного самолета достаточно. Потому что они сейчас на данный момент времени всего лишь при выпуске получают 50 часов налета, Да. которые Да. ничего не дают абсолютно. И вот стоит завтра, потолок стоит, и никакого лифта нет у них. А если бы эти самолеты двухдвигательные летали бы, Эйр Астана, Аска, то есть они в очереди стояли бы за академией, за этими студентами, чтобы их забрать лучших в первую очередь. А вот сейчас Вот. все же студенты стремятся в большую авиацию, все А все хотят стремятся. на Боингах, на Airbus'ах и даже не думают Все о малой хотят авиации. летать, вот это он ходит по земле в таком виде, а все хотят летать в черных брюках, в белой Ну, рубашке, с по черным поводу, галстуком и желательно с гербом. Да, Академии, здесь? да? Вот по поводу подготовки летного состава, летно-технического состава. Вот яркий пример, у меня вот сейчас вот со мной был, у меня работает уже 18 лет, Руфат, он закончил, 30 человек закончил техники механики, 30 человек. Из них только 2 вот он у меня работает, 1 в военной авиации. Остальные все, никого, говорит, нет, только 2 мы работаем. Почему? Вот у него, я так скажу примерно, он получает в среднем, где-то среднегодовая, где-то 500 с лишним тысяч тенге. Конечно, это небольшая авиация, где получают по 2-3, сколько там они получают, 2000, 3000, иностранцы больше долларов. Вот. Но и довольно нормально работают. У нас сейчас дефицит кадров. Абсолютно. С одной стороны, кажется, что дефицит кадров. А На самом деле, выпускников этих
куча ходит. Я же говорю, нету лифта. То есть, вот он закончил академию, чвай-чвай отлетал, получил инструментальный рейтинг, получил МСС, так надо. Все есть, он готовый. То есть, он сдал все зачеты на ITPL, да, допустим, получил. Не хватает не просто налета часов, не хватает налета часов на двухдвигательном самолете, так называемый мультиинжин. А там в требовании в Аэростане, или, допустим, во Флайерстан, да, мне надо минимум 800 часов. Да. Я считаю, что это требования надуманные. Поэтому надо многие... То же самое, вот этот сам Казахэр. Казахэр задумался именно для нас, для таких людей, для вас, чтобы наши ребята, резиденты Казахстана, русские казахи, здесь летали, и чтобы у них был лифт, чтобы они могли там. Почему у нас руководителей казахов, и в России казахов много, потому что тогда существовало единственное училище высшее образование, так Тюбинское было. И требования Вот. По поводу их налета. Конечно, кто-то по гранту отлетывает даже, а кто без гранта, где они найдут эти деньги, чтобы отлетать даже те же 50 часов. Ну это же, как один мой студент, я, кстати, человек 8, наверное, подготовил командиров на Ан-2, которые у меня налетали на химии определенный лед, стали командирами Ан-2. Но они все потихонечку, конечно, все полетают у меня, потом уходят, пытаются там большую авиацию. Да ради бога, человек где, рыба где глубже, человек где лучше, это правильно. Но возьмем пример там санавиации. 20 с лишним бортов летает круглосуточно, круглый год. А какие у вас требования? Наши требования, я все время прошу Академию, выпускайте, если техника, дайте ему вот такую вот бумагу. Вот когда я закончил институт, у меня была диплом и еще выписка, в которой написано, изучил там Ан-24, Ту-154. Дальше я пришел на предприятие, прошел стажировку на предприятии, Диксонской объединенной авиаэскадрильи, когда были Ил-14 там, потом Ми-8 я уже сам получал. Вот. Ан-26, Як-40 транзитный. Они мне сразу двухнедельную стажировку и дали допуск. Я обслуживал, я инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию. Да, присосник я. Вот. И мы, естественно, я уже сразу начал получать зарплату, получать все. Хотя по закону Советского Союза полгода я не должен был ни подписывать ничего, это стажировка полгода. Но учитывая условия Крайнего Севера, через 2 недели я уже обслуживал Ил-14, обслуживал Як-40. Ну, стажировку дали ему подавить, инженеры техники, все. А в институте я это прошел. Также и в академии. Прошли курсы Ан-2. Значит, выпускают, даете диплом технику, колледжа или там института, ну, высшего. Да, пишите, прослушал курс там, такого-то, Боинга, там, Ан-2. Тогда вот он приходит, там есть уже документ, что он изучил это. А то у нас получается такое, ну, смешно, люди заканчивают колледж, допустим, и у них нету, и он должен идти где-то там искать этот курс. Понимаете? Там было Уральское училище, они там какой-то там левых, где летчиков за 3 месяца учили, не знаю, там вообще опустили их монет. Раньше 3 года минимум, сейчас за 3 месяца. Сейчас 3 месяца, да. Вообще и смех, и грех. Я всегда летчикам говорю, вас опустили, даже шоферов дольше учат. Да даже сейчас вот вместо наших студентов в аэропорту или же в других каких-то авиакомпаниях принимают ребят, которые не учились. Они говорят, мы вас подготовим за 2 месяца и все, на работу. А наши 4 года отучились и все, вокруг двери да около ходят и все. Вот это вот как раз беда. А если бы им давали вот этот допуск здесь, вот вы отучили, допуск будет, то бы им с удовольствием брали, потому что, а дальше бы они отстажировались, все отработали, им показали бы, где что, все. Учение, вы единственная наша академия гражданской авиации, которая готовит специалистов. Я же говорю, в санавиации, почитайте, если 25 бортов, хотя бы по 2 экипажа, 50 экипажей, значит 50 летчиков, командиров, 50 летчиков вторых, 50 техников. Ты загнул его. Очень много.
Вся проблема в том, что сама авиация, вот 20 бортов летает, да, вот, на самом деле, ну, вы знаете, если в жизнь войти, кто в санзадании сидит? Те, кто, ну, будем говорить так, особо приближенные пилоты, то есть особо опытные, может быть, да, то есть в основном Да нет, у меня ваши выпускники сидят. 80-90% людей летают, у них востребованность сезонная. 3-4 месяца летает, и все. Да, в химработах, да. Это проблема. На химработах пилотов не хватает. На санзадании очередь стоит. Вот что вся суть. Потому что вот, молодые, особенно там 3-4 месяца отлетали, что потом делают? Сидят, Вот санзадание ждут, проедают то, лесоохрана. что заработали. А если В мы лучшем введем случае. действительно районные, в основном эти межрайонные перевозки, местные воздушные линии, то вот ваши пилоты, техники, инженеры будут востребованы. Везде. Я работал в Бурундайском, после севера приехал, в Бурундайском это местные воздушные линии. Ну, правда, еще мы по всему Союзу на Ми-8 летали там. Вот. Но дело не в этом. Всегда, все, ну, просто каждый специалист был востребован. Каждый. А какие аэродромы являются ключевыми для малой авиации в Казахстане? Ну, у нас Басирке, Балапан в Караганде, там. Ключевыми аэродромами Казахстана является территория Казахстана. Я как любитель авиации, я когда летаю, ты говоришь, куда угодно могу сесть. Такие просторы, такое чувство уверенности в благополучном исходе полета, да? Вы просто не поверите. Мало где в каких странах это есть. По Европе вообще там летать негде в Европе. А у нас Создание куда хочешь садись. Это такая красота, поверили бы мне. Вот как вы думаете, гражданская авиация порождает малую авиацию или все начинается с малой авиации? А как вы думаете? Я испугалась. Честно, вначале думала, то, что все с малой авиацией потихоньку понимается, а потом вот перед эфиром нужно же готовиться, посмотрела выпуски, кто что говорит, и некоторые говорят, гражданская авиация открывает двери малой авиации. И вот у меня теперь вот раздвоение мыслей. Нет, ты тогда должна не так делать, ты должна посмотреть. А Как все-таки это вот, все? вот, На деле. вот на деле, да, допустим, пилот, он как бы такой, да, главное, как бы основополагающее звено в этой деятельности, да, безобиден. Без обид. То есть вы найдите хоть одного пилота, который сразу сел на Боинг и полетел. Все начинают с малого. Вот все начинают или с академии. Ну, академию не каждая страна имеет возможность позволить. Вы это должны иметь в виду. Да. Не каждая страна может себе позволить У нас это содержание огромный такой плюс. академии. Грант можно еще так выиграть легко, но... Вот. Здесь такие возможности, которые специально не хотят использовать. Открыли учебный центр в Астане. Вот это, да. Хотя здесь все, вся инфраструктура была готова. И люди со всего мира готовы лететь в Алматы, здесь, как говорится, потусоваться. Заодно и пройти тренажерную подготовку, заодно пройти какие-то курсы, все. А в Астану, кто там, летом жарко, зимой холодно. Считайте, сколько дней там аэропорты закрыты. Не надо лететь, я боюсь, я могу туда улететь. Ну, а когда назад вернусь? Вопрос. Поэтому тут многие вещи есть. Я не говорю, мы понимаем свое отношение, когда переносили станицу из Алматы в Астану. Но в любом случае, центр авиационный находится в Алмате. Как бы там госчиновники не пыжились бы. Вот в чем вся суть. Поэтому малая авиация. Все началось с братьев Райт, да? Если так вот брать. Вот еще такой вопрос. Что должно мотивировать внутри студентов? Мы читали, вас самих что мотивирует? Ну, наверное, у вас бывало, как сейчас студенты же говорят, депрессия, выгорание, там не успевают. В авиации не бывает. В авиации вообще работает, раньше говорили, кто не попал в цирк, все попали в авиацию. Ну, все, вы заметили, что вот кого не возьмите, возьмите ректоров, проректоров. Вот, Это он про Рижан говорит. Да все. Все мы действительно, так сказать, ну, позитивные вот, в авиации. Во-первых, в авиации нету коррупции. У нас нечего украсть. Правильно? У вас ничего нет. Ну что можно украсть в Это авиации? проблема на самом деле. Учится студент на летчика. Он понимает, если он в торговом институте учится, он знает, что я приду и буду воровать.
А налетчик, ну или там недовешивает, Что-то корни слова. да, недовешивает. Он там. придет, увидит, будет продавать. а Да, не продавать недовешивает. А если учится на летчика, там, на инженера, на техника, он понимает, что он придет и будет работать, обслуживать. Поэтому вот в авиацию идут люди, вот правильно, те, которые хотят, ну, горят огнем желанием каким-то. работать. Конечно, все хотят летать. Но не каждый. Я тоже хотел, допустим, быть летчиком. Я поступал вообще по совету дядьки в Академию гражданской авиации Ленинградскую. Там единственный факультет был штурманский, вот его профессия, который готовил после 10 класса. Единственный. Остальные были все только после уже... Нет, пилотов готовили, уже готовых пилотов только брали. Это командный Это был курс как так бы назывался. период. А штурманов и диспетчеров могли брать сразу со 10-го. скамьи школьной. Но я не прошел почему-то правый глаз и пошел в Рижский институт инженеров гражданской авиации. Поэтому пошел в фехтовальщики. Кстати, почему я туда и пошел, потому что до этого был там на соревнованиях, я обалдел от Риги. Я угадал, что ли? Да, я обалдел от Риги. О, Понятно. хорошо, пойду в Ригу. Ну, дело не в этом. Поэтому вам действительно Академия наша сейчас, ну, я считаю, что на подъеме, потому что пришли люди, тот же Бекен, он действительно очень... Я горжусь, что Я тоже горжусь. что мы наши пупки мокли под одним рижским дождиком. Аджапар, люди, которые очень грамотные. Бекен был председателем комитета, директором аэропроекта. Вот это надо вырезать. Да. Он действительно человек, который поднимет. И Аджапар это тоже большая умница. Поэтому эти люди будут. Ну, у вас много лет ректором был наш выпускник, единственный мой. Он и еще Талгат Мусабаев, 2 доктора чисто авиационных. Это вот наш Казбек Ахмедович и Талгат Алгердиевич. Вот 2 доктора наук, которые действительно чисто авиационные. Это понятно вообще в мире, можно сказать. Поэтому, а сейчас вот ребята, они, я думаю, поднимут. Но надо, я говорю, вот по малой авиации именно надо, чтобы были самолеты межрайонные. Не Ан-2. Ан-2 это мы сейчас закончим и Ты химию. быстро сдался. Я реально смотрю, будут нормально, я тоже возьму, допустим. Но Ан-2 у нас это пока только на химии, ну ничего не придумали лучше. На санавиации я против, чтобы Ан-2 летал. Правда. Я считаю, что должны быть действительно как... От безысходности. это просто Амалджу. Делаем. Да. Понимаете? А он правильно говорит, должны быть двухмоторные нормальные свои, которые и люди комфортно себя чувствуют. Раньше были вертолеты. Я когда обслуживал санитар, шикарный Казань готовила санитарное дело. Улан-Удэ делал. Полностью весь комплекс медицинского оборудования, чуть ли не реанимация там. Вот. Их почему-то не покупают. Где деньги? Ну купите вы их, поставьте. Все. Я, например, мы будем только химичить, пока вы не найдете что-то другое. Ну нету. Слушай, у тебя нет такого ощущения, что мы сейчас уйдем, и тут все студенты разбегутся? Почему? Нет, Они наоборот, Я наоборот Они хотел еще придут. сказать, вот когда сейчас вот мы говорим, да, по Казахспарс говорим, да, то есть, ну, в любом случае сейчас очень много говорить о стартапах, да, которые там Да, государство организовывает, да. Мы об этом постоянно говорим, сейчас как никогда мы подошли близко к этому вопросу. То есть речь стоит о 25, о 30 самолетах двухдвигательных, типа Л-410 или канадского Викинга. В общем-то, уже официальные запросы пошли, фишки голубые пошли. То есть, в принципе, после наших совещаний МЧС, Минсельхоз и Минтранспорта готовы дать положительный вопрос. И это ненадолго, то есть уже в этом году уже самолеты должны быть. И в этом году их уже как бы заказы. И канадцы там готовы уже к 25-26 году поставить эти самолеты новые. То есть глазков пить, все как положено, как в Боинге. Вот. Все один в один практически будет. И я так думаю, что когда вот эта система квотирования, когда вот, то есть, как раньше говорят, когда не будет разрыва между образованием и производством, вот, когда это все это, вот, я надеюсь, что Бехин Канилович добьется этого, чтобы обязать авиакомпании, авиационные учебные центры, чтобы они обеспечивали стажировки, обязаны обеспечивать, потому что здесь это академия государственная, гранты
государственное, все идет с бюджета с республиканского. И вся группа компаний, кроме СКАТа, единственного, все это государственные, квазигосударственные Ну, СКАТ тоже юридические лица. какой бы он тут частный не был, он все равно... СКАТ, он больше на Литву смотрит, надо с Литвой договариваться. Ну, Ладно, нет, разберемся. не- Понимаете, да, есть меняется возможность. да. На самом деле у государства, у правительства, у министерства есть элементарные рычаги, чтобы эту связку закольцевать, сделать, и чтобы... А это что означает? Это, кажется, это говорится о мотивации. Не просто там, допустим, Аким там пришлет, там 2-3 человека, они знают прекрасно, что через 2 года ты придешь, вот здесь вот будешь работать, почему не пойдет учиться? И каждый, я же с Кызылорды вышел, я знаю, как я мечтал уехать далеко, но я слишком далеко уехал. Вот. Ну, а хотя бы вырваться из своего аула, да, это хорошо учиться, пойти отучиться в столице, в Южной, и приехать на свою родину, там все делать. Да кто об этом нормальный пацан не мечтает или девочка? Но им надо создать такие условия. Им надо показать, что это возможно. И я думаю, это главный вопрос. Именно мотивация. А сейчас я вижу, к нам приходят немотивированные студенты, которые не могут отлетать, не могут там диплом получить. Оказывается, раньше-то диплом давали, просто так давали. Да? Сейчас диплом обязательно должен быть, лайсенс должен быть. Вот. А лайсенс не могут получить, потому что они не учились. У нас вот И некоторые всё. выпустились, и теперь до сих пор летают, хотя выпустились еще в прошлом году. Ну, нет, то, что летает, это задержка, это не их вина. Это вина, все, как говорится, вот, рыба гниет откуда? Знаешь такое выражение? Рыба не Рыба с головы, гниет но с чистить головы. ее обычно Но с чистить хвоста. ее с хвоста. Вот у нас это все и получается. Вот вам не ответ. Это классика. В каком месте стоит малая авиация. Если вернуться к началу разговора. Вот. А по поводу... Но без хвоста по поводу ни одна рыба мотивации. никуда не двинется. Раньше, допустим, местные воздушные линии и самолеты большие, допустим, да, там, воздушных линий Советского Союза, скажем так, там, международные бюро, они зарплата была примерно одинаковая, что наши бурундайские кукурузники, пилоты, что вертолетчики получали так же, как на Ту-154 и Ил-86, примерно соразмерно было. Поэтому и готовились люди, шли, работали на Ан-2, там кто-то на вертолетах оставался, потому что там зарплата тоже хорошая была. А кто-то уходил, потом переходил там как 40, выше, там Ту-134, Ту-154, там Ил-86, допустим, Ил-62, Ил-86. Рост шел, лифт. Вот. Сейчас то же самое, если действительно будут вот эти самолеты, как, сколько сказал, 20-30 самолетов всего лишь там, и каждый будут, а там больше постепенно. Это Вот- получается цель, вот да? компании нет такой, которая была бы действительно, вот, Денисов, там, большие самолеты, там Ил-86, эти Боинги там и прочее. Аэростан тоже. Вот создали флайеростан, наоборот, сделали бы ее межрайонные перевозки. Они бы сейчас в шоколаде были. Это действительно. У меня был бизнес-план. Вот по элкам, но только я хотел китайские брать. Они там есть, они называются Ю-11, по-моему. Вот, это прототип Л-410. Ну, что-то не получилось. Китайцы что-то там зажали, наверное. Вот. А вот это интересная мысль. И тогда бы вы бы готовили прямо под эти самолеты людей. Под эти и техников. Кстати, по РФ у вас вообще, по-моему, ни одного выпускника нет, да? Такой дефицит в стране. Страшный дефицит. Я этот дефицит в малой авиации попробовал убрать, чтобы я назвал такую цифру Б3, сказал, для малой авиации они все в одном лице были. И самолет-двигатель, и электрик, и электронщик, все в одном лице. Главное, чтобы иметь допуски, чтобы сам соображал. Вот. А сейчас всё хорошо. Вынуждено все это, к Нет, это сожалению. сложно, потому что Вынужден. авиационная радиоэлектроника, хоть авионика сейчас как бы такая, народ весь привык в телефонах, в компьютерах и прочее, Современные. уже легко как бы ориентируется, но все равно сложности в дефектах. Вот.
когда что-то появляется дефект, допустим, в электрооборудовании или там, или ну, там, управление в каком-то там пожарной системе противника, то проблемы у ресурсников много. Поэтому объединять их сложно. Это можно штурмана с летчиком объединить, понятно. А, Ты на что намекаешь? ну и так. А механика с ресурсником объединять сложно. Можно механику доверить, и так и было. Простые там, методы, эти операции, там, предполетная подготовка, там, послеполет, а обслуживание должен быть отдельный специалист. Причем это высшего класса, как обычно. Белая кость, как у нас говорят, те, которые знают матчасть от и до. Разрешите? Механиков как-то еще там Да. откуда-то там приходит, что-то, кто там руки золотые там находятся. А тех, которые вот действительно электрорадиооборудование, приборное, вот, авионик, сложность. Это да, тоже об этом пошли. Так, вы все вопросы порешали или еще есть? Хочу поблагодарить всех и наших гостей за то, что уделили время и за то, что вот так вот осветили все просторы моего мозга. Но в основном большое спасибо за то, что уделили время. И я надеюсь, то, что в будущем мы зайдем в рекомендации, и наш выпуск будет самым идеальным. А этот выпуск даст нам возможность, чтобы мы делали еще шаги к дальнейшим нашим изучениям. Всем спасибо. До свидания. Ну и вам спасибо. Вам спасибо.